Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайв. За и против». Напомню, каждый понедельник мы собираемся в студии, чтобы обсудить самые злободневные темы. С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов, и сегодня мы обсуждаем тему безнадзорных животных. Население Якутии все больше обеспокоено случаями нападения собак на людей. Как говорят и пишут в СМИ, существенным источником увеличения стаи бездомных собак являются безответственные горожане, которые выпускают своих собак на самовыгул. Немаловажной проблемой является и завершение дачного сезона, когда дачники просто отправляют собак гулять по городу. Какие еще есть причины безответственного отношения к животным? В чем причина агрессии собак и что делать с агрессивными собаками? Об этом мы поговорим сегодня с участниками программы в нашей студии. Ну а начнем нашу дискуссию с проблемой, которая буквально на днях возникла в Южной Якутии, в городе Нерюнгри. К нам обратились зоозащитники из регионального отделения Альянса защитников животных, которые сообщили, что 15 ноября на планерке у мэра Нерюнгри были даны указания демонтировать несколько будок, в которых обитали выходцы местного пункта передержки. Так это или нет, спросим у непосредственных участников этих событий. Последняя планерка в администрации города, на которой было принято решение, дано указание демонтировать будки, в которых жили выходцы ППЖ. Это неким резонансом прошло по зоозащитным чатам, и нам бы хотелось получить какие-то комментарии. Вот хочется услышать комментарии прямо сейчас. Пункт передержки демонтажом не занимался, не монтировал их и не занимался. В то время, учитывая то, что я еще являюсь руководителем управляющей компании, со стороны жителей, которые выходят, выгуливают своих животных, возникает много недоразумений и вопросов, кто их построил и зачем они там находятся, учитывая то, что еще я являюсь руководителем пункта передержки. Поэтому этот момент как бы есть. Спасибо, Татьяна. Но хотелось бы все-таки услышать, что произошло на этой планерке. Действительно ли собак вывозят за город, чтобы они там замерзали и умирали? Что все-таки происходит? Ну, то, что касается выпуска животных, значит, ведется видеофиксация. То есть у нас на каждое животное заводится специальная карточка. Мы фиксируем, где это животное было отловлено. И после проведения всех манипуляций, учитывая состояние, в котором он, удовлетворительное его состояние, выпускаем в то место, где мы его приобрели. Мы будем следить, как у вас развиваются события. Ну и сразу хочется обратиться к руководителю нашего якутского пункта передержки. Расскажите, в каких условиях сейчас находятся животные у нас в Якутске? Ну, в хороших, неплохих условиях, скажем так, да, по сравнению, как это было раньше. Сейчас, конечно, уже совсем другая ситуация и другая картина вырисовывается. Но, понимая такую ситуацию, да, что происходит в Нерюнгри, конечно, никто не хочет видеть этих собак посреди города, никто их не хочет видеть в парке. Правильно и сказала Татьяна, да, что ведется видеозапись. Там, где собака отловлена, есть видеозапись. Где собака выпускается, тоже, естественно, есть видеозапись. И там самый главный вопрос, там не могут они договориться в том, что их ППЖ не может работать совместно с волонтерами, как это происходит у нас. А у нас двери для волонтеров вообще открыты. Тем более для нормальных, адекватных людей. Мы вообще только за руками и ногами. Они же и помогают, и убирают, и, то есть, и общаются с этими животными, которые в дальнейшем пойдут на улицу. Волонтеры пытаются социализировать, где-то общаются. На сегодняшний день у нас как бы работа, я считаю, что неплохо отлажена. Перешли мы тот порог конфликтных ситуаций, ну все мы это прошли. Хорошо, что сегодня как-то более это все мягко. Ну, всякое бывает, не спорю. Я сразу хочу сказать, что мы приглашали в студию представителей мэрии Якутска. Но, как вы видите, их сейчас с нами нет. А вот что все-таки, какая судьба будет дальше у пункта? Остается ли он в ваших руках, в руках зоозащитников? Ну, комментировать ничего не могу, потому что ну, на сегодняшний день все как бы тихо, и ничего вроде бы не предвидится. То есть Да, там... вопрос в подвешенном состоянии или вопрос решился? Ну, я встречалась 1 октября, да, это с Кардашевским Егором Ефимовичем. Там был, на этой встрече присутствовали СГХ представители и Жилком-сервис. Ну, они, сказав о том, что они не хотят забирать пункт передержки, но они рассматривают этот вариант, потому что
люди все равно недовольны. Ну, встречный вопрос, конечно, следует о том, что, ну, если перейдет это в жилкомсервис, что изменится? По сути же ничего, мы должны подчиниться, как я этому закону сейчас подчиняюсь, также в дальнейшем должен подчиниться жилкомсервис. То есть разницы от перемены мест слагаемых Но люди все нету. равно будут недовольны. Все равно люди будут недовольны. Но здесь уже много говорится о том, что вот эти недовольства от чего? У нас же очень много хозяйских собак. Никто не хочет признавать в корне, что проблема идет оттуда, что эти ненужные щенки валяются потом по подъездам, и владельцы дальше плодят без конца. Кобельков разбирают, потому что это кобели, а девочки никому не нужны, и поехали в коробку они в лесок, под лестницу, под ступеньки, куда-то. Может, они замерзнут там, может, умрут с голоду, может, найдут добрые волонтеры и спасут кого-то. То есть это неизвестно вообще. И на улицах мы же не видим, как они погибают на самом деле. Кто следит за количеством вот этих вот собак? В настоящий момент вот 498, так называемый закон, он работает второй год, потому что он вступил в силу с 1 января 2020 года. И мы к этому времени, начиная с 2014 года, у нас был республиканский закон, который именно предполагал безвозвратный метод отлова. Да? Там были приняты именно по государственному надзору со своими зонами ответственности были определены на территории Республики Саха-Якутия. Это 3 органа. Это управление Россельхознадзора по Республике Саха-Якутия, это как федеральный орган госвласти. Помимо этого Минэкологии и еще департамент ветеринарии. Вот на департамент ветеринарии именно возложена ответственность по региональному государственному надзору по ответственному обращению с животными. У нас имеется территориальное подразделение департамента ветеринарии, которое по каждому одному инспектору находится в районах. Именно вот на федеральном уровне законодательно решили, то, что именно вот ветеринары, да, ну, в силу каких-то обстоятельств, я не знаю, должны заниматься надзором, именно государственным надзором. И то, что вот закон принят, и мы должны работать. И на сей момент в прошлом году, в 2020 году, были приняты все необходимые порядки, были внесены изменения в наш республиканский закон, который был в 2014 году принят, да. И тут я бы хотела отметить то, что именно к тому моменту, к принятию вот этого закона федерального, да, вот 27 сентября 2018 года, у нас уже закон работал. А сейчас мы уже проводим все необходимые мероприятия, и, как вот Яна сказала, и как Екатерина сказала, подтвердила, да, то, что мы их должны выпускать в прежнюю среду обитания. Вера Александровна, вопрос к вам. Что входит в понятие надзор за бездомными собаками? И как обстоят дела у нас в Якутске вообще? Территориальное подразделение по городу Якутску непосредственно в тесном контакте работает с пунктом передержки животных в городе Якутске. Мы ежемесячно выезжаем в пункт для оказания методической помощи. Также мы проверяем заполнение журналов по стерилизации, кастрации. Смотрим вакцинации против бешенства, акты. То есть мы можем посмотреть в журнале движения поголовья, сколько было отловлено, сколько было передано новым владельцам, прежним владельцам, сколько на момент проверки находятся в пункте передержки и сколько выпущено. То есть, если я правильно поняла, то защитники города Нерингри могут задать этот вопрос такому же инспектору, как вы, по городу Нерингри. Да, совершенно по количеству верно. собак. Совершенно верно. И он тогда их либо подтвердит их опасения, либо успокоит, что действительно сколько собак было отловлено, столько и выпущено. Значит, с нами на связи Илона Броневицкая, советник губернатора Подмосковья по проблемам безнадзорных животных. Илона, здравствуйте. Здравствуйте. Вас можно ставить в пример всей Российской Федерации, как в самых сложных условиях можно хорошо наладить жизнь. Вот, потому что я считаю, что самый эффективный способ работы с такими муниципальными организациями – это передача их в НКО, потому что хозяйствовать по-хозяйски может только организация, заинтересованная в конечном результате. И вот у нас сейчас в Подмосковье
понизили на 1000 рублей расценки по стерилизации. То есть у нас была сука 4000 с копейками, а сейчас она стала 3000 с копейками. А я знаю, какие у вас расценки. И Катя, с присущим ей оптимизмом говорит, ничего, справляемся. Вот, поэтому я считаю, что вы на очень правильном пути, потому что, все-таки это некоторым образом тоже уже профессия, влезть во всю эту историю, познать ее до тонкостей и работать. Поэтому я считаю, что Екатерина становится профессионалом, потому что если раньше она спрашивала, а как это, а как то, а сейчас она уже тот человек, с которым можно делиться опытом, спрашивать у нее, а как вы это делаете в ваших условиях. У нас есть 68 районов в Московской области, и наш район, и там несколько районов начали стерилизовать собак, где-то раньше на несколько лет, нежели вступил закон в силу. Вот наш район, в котором я с 2015 года стерилизую, по покусам в 6 раз ниже других районов, которые начали, где-то на фоне там 300 покусов на единицу там населения, у нас 50 с чем-то покусов. Вот, 5 лет работы, вот такие результаты дало. Как вы работаете с населением? У нас сейчас щенячий бум, который не прекращается. И причем бездомыши рожают гораздо реже, чем домашние собаки, а потом их выносят, выбрасывают в подъезды, в пешеходные переходы и прочее. Как вразумить людей? Слушайте, я вам могу сказать, что на последнем у нас приносе коробок под приют щенков было 40. Я понимаю, что вас этим не удивишь. У нас 41, та же история. Да, та же история, менталитет. То есть люди наши, конечно, очень сложны в этом смысле. Сейчас прилетело из Госдумы, что там штрафы они поднимают и поднимают за выброс собак. Думаю, что при наличии этих штрафов и при согласовании местного КАПа с федеральным можно, увидев в камеру, кто их подложил, этих щенков, уже применять, собственно говоря, нормы этого административного воздействия. Я бы только так делала, потому что мы ловим людей за руку, они говорят, простите, извините, так получилось, не уследил. Но совершенно точно федеральный КАП уже созрел. Я думаю, надо срочно шкурить местный и уже ставить камеру и штрафовать. И публично показывать по телевидению, как оштрафованные люди, которые совершали этот подлог. Плюс, возможно, предоставить какую-то, менее дорогую стерилизацию желающим это сделать. Илон, у меня вопрос касательно финансов. Хватает ли средств, выделяемых муниципалитетом или регионом Подмосковья в данном случае, для содержания пунктов передержки, приютов и так далее? Или приходится все-таки подключать какие-то частные средства? Во-первых, конечно, с учетом того, что есть такая статистика, что в России 2 миллиарда расходуется на собак, из них почти 1 миллиард московский, а четверть оставшегося подмосковный, то, в общем, надо сказать, что у нас правда, очень хорошие средства. Но прелесть нашего сосуществования с администрацией, с правительством, то, что мы все абсолютно частные. То есть мы не зависим ни от кого, соответственно, мы можем сами регулировать свои расходования. И мы больше лечим собак, мы делаем, что мы считаем нужным. И каждый делает то, что он имеет. Мы, например, имеем свои хорошие соцсети, и мы достаточно много денег собираем. Нам хватает на все. Я понимаю, что денег не будет хватать никогда, потому что предел совершенства, он бесконечен. Понимаю, что те деньги, которые есть, ты в них и существуешь. Екатерина существует в том, что у нее есть. Не надо искушать. Мы не можем расходовать на собак больше, чем позволяют какие-то внутренние критерии, потому что есть, соответственно, всегда говорят, вы бы эти деньги
Вот, поэтому, ну, что есть, в том и существуем. Будет больше, скажем спасибо. Все, в каждом регионе. Вот. Единственное, что эти деньги, конечно, рациональнее расходуются, если это хозяйствует человек, который в этом заинтересован кровно. Стало быть, приют, НКО и так далее. Нежели ЖКХ и так далее, люди случайные. Илона, у меня последний вопрос. Какой у вас процент пристраиваемости животных? Процент пристраиваемости, опять же, у нас высокий. Потому что мы регион раскачали с точки зрения вот этого пресловутой формулу «возьми собаку из приюта». Да, не покупай, возьми, возьми. Вот, и у нас действительно уже есть подвижка в сознании. Потому что когда 10 лет я пришла назад в приют, люди говорили: ой, мы не будем брать из приюта, там у вас больные. Сейчас я общаюсь с Воронежем, например, плотно. Там такая же история. Девушка из приюта рассказывает, я общалась там с желающей взять, она говорит: я к вам приеду и возьму. Вы дома? Она говорит: нет, у нас приют. Ой, нет, в приюте я не буду, там грязные собачки и так далее. Не докрутили. Поэтому вот я в данном случае могу, обращаясь к вам как средству массовой информации, сказать, что все в ваших руках. У вас, я видела, на улицах бегают чудесные собаки. Вот бери любую, и все будет прекрасно. Поэтому надо вселить как бы в головы людей две вещи, что собака, бегающая на самовыгуле, это не собака домашняя, это номер один, как бы, и вторая, что если вы хотите завести собачку, то берите ее из приюта, она привита, стерилизована, и вы уже как бы, ну, немножечко сэкономите. Плюс получите, может быть, какое-то удовлетворение, что вы кому-то помогли. Спасибо большое, Илона. Все, Илона, спасибо. Ну а мы возвращаемся к нам в студию, и хочется спросить у Екатерины, какие средства, если не секрет, выделяются на содержание у нас собак в питомнике, и планируются ли подобные акции? Возьми собаку из приюта или нечто подобное, или они уже проводятся? Пристройство у нас в этом году намного прям шагаем впереди планеты всей. В прошлом году поменьше, в этом году на сегодняшний день уже мы перешли цифру 700. Это с тем учетом, что у нас за этот год поступило точно не буду говорить, 2400, да? Ну, около 200,5 тысяч собак. Из них 700 уже перешли, да, порог 700, пристроены в дома. Ну, то есть это хорошо. Естественно, здесь есть заслуга и волонтеров, ну и просто горожан. А администрация помогает ли в этом направлении вообще? Ну, сказать, что помогает, нет, ну, вроде не мешает, и это хорошо. Ну, и честно, достаточно уже. Да. Я запустила социальный ролик в Тоймаде, ну, это торговый центр, на 2-м этаже. Очень жаль, конечно, что вот на улице, да, телевизор, но убрали по закону звук. Естественно, там звук играет большую роль в этих роликах. Ну, запустили этот ролик мы тоже на месяц. И после него, наверное, как-то стало все быстрее двигаться, если честно. Ну, у нас, на самом чаще деле, обращаться люди очень стали. интересно получается. Вот вы говорите, у нас менталитет у людей, да, люди жалуются на бродячих собак. И в то же время говорите о том, что собак, в принципе, активно принимают к себе бездомных конечно, собак. есть же добродушные То есть люди горожане. разные. Вот хочется узнать у зоозащитников, как вы можете оценить вообще отношение людей у нас в городе к безнадзорным собакам? Горожане у нас разделились 50 на 50. Те, кто готовы помогать животным и как-то участвовать в их судьбе, и те, которые прям кричат всех расстрелять, отравить. И, в принципе, этим и занимаются. Я как волонтер могу вам сказать, что вот мне каждый день поступают письма, там собаки, тут собаки, помогите, решите. Вот буквально вчера мне написала девушка, говорит, вот у нас на 203-м микрорайоне собака, которая вот лает, пугает, мы боимся, что она покусает нашего ребенка. Я говорю, подайте заявку в отлов. Ой, нет, это долго, мы завтра пойдем с мужем, мы ее убьем. На полном серьезе она мне пишет. Мне, волонтеру, она пишет, мы завтра пойдем, ее и убьем. А куда деть труп? Она у меня спрашивает. Вот. Понимаете? Вот так вот люди настроены. А между прочим, это уголовная статья. Это, конечно, ведь. уголовная статья. Это уголовная статья, наказание, максимальное наказание, срок лишения свободы до 5 лет вообще предусматривает. Вообще эту проблему, я считаю, собак вот этих, их реально слишком много, их не должно быть столько. Я против того, чтобы на улице были какие-либо вообще собаки, даже выпускники ППЖ.
я против программы ОСВВ. Хорошо. Потому что наш регион, он действительно к этому не готов. Потому что, во-первых, это погодные условия. Во-вторых, люди, которые, ну вот, все-таки не 50 на 50 нас, да, а, наверное, 40 на 60. И просто мы не сможем прокормить всех этих собак, которые на улице. А если их не кормить, то это угроза для горожан. Потому что собаки, вот они выходят из ППЖ, они добрые, они нормальные, адекватные, социализированные собаки. Но на улице там пнули, не покормили, они мерзнут, они голодают, плюс их обижают, они становятся агрессивными. Все. Вот прошла женщина, которая безумно боится собак, например, да, махнула пакетом, собака почувствовала угрозу, кинулась. Почему это произошло? Какие могут быть выходы из этой ситуации? Вот хочется слушать. Выходы? Выход только один. Это, ну, вот вообще у нас Якутия же любит быть впереди всей России, да? Давайте запустим вот такой пилотный проект. Во-первых, перепишем всех собак, сделаем штрафы за самовыгул от 10 тысяч рублей, да? Пускай все животные у нас будут прочипированы. Я об этом говорю уже не первый год. И плюс налоги на нестерилизованных животных. Вот как транспортный налог, там, 1000-2, да? Ну, вот в пределах этой суммы, но это уже будет тем, что заставит людей задуматься, стоит им заводить собаку или нет. Потому что у нас люди заводят это как игрушку. Ребенку взяли собаку, ребенок там 2 недели поигрался с этой собакой, потом понял, что на улице-то минус 25, а гулять-то холодно. Гулять собака не гуляет, родителям оно тоже не надо, в итоге собаку выкидывают. Перед этим собаку начинают лупить, бить за то, что она дома лужи делает. Но зачем вот бить животное, когда, во-первых, ты его завел сам, и ты сам его не выгулил. Вот. Тут вопросов много. Поэтому, мне кажется, только вот налог на нестерилизованных животных. Если ты хочешь, чтобы твоя собака рожала, ты хочешь потомство, плати налоги. Все остальные стерилизуйте своих собак и не платите налоги. Поймали твою собаку на улице, плати штраф. Я вот так. Только за это. И за то, что они не убирают за своими собаками, тоже нужно наказывать рублем. Кстати, я понимаю, что очень много собак сразу же окажется на улице. Люди, кто не готов, они избавятся от них. Ну, волна. Будет волна, да, у нас город на улице просто, я не знаю, собак станет в 10 раз больше. Да. Но это будет единожды. И я думаю, волонтеров нас как бы, ну, не так много, там буквально 10 групп, да, волонтерских. Но мы этот вопрос решим потихонечку, кого-то пристроим, кого-то, может быть, в другой регион отправим. Но вот с этого надо начинать. И вообще, с появлением пункта передержки животных собак стало в разы больше, потому что люди расслабились. Если раньше они их как-то, свое потомство убирали, когда они рожали, да, то сейчас они не берут грех на душу. Они знают, что, есть пункт передержки, мы туда отвезем, и все. И еще вот я хочу сказать про пункт передержки животных. Туда попадают не только отловленные с улиц собаки, которые вот бродяги, которые родились на улице. 30-40% привозят хозяева, которые внезапно появилась аллергия. Но, скорее всего, он просто не хочет в 7 утра вставать и идти в минус 35 гулять со своей собакой, да? У кого-то переезд, они предают своего члена семьи, оставляют в пункте передержки. И люди даже не задумываются, во-первых, что это животное через 30 дней окажется на улице, а животное, которое привыкло спать на диване, там, питаться с руки, он элементарно не сможет на улице дорогу перейти. Эти животные все погибнут. А у нас есть сюжет о Вот том, как вот собаки появляются в пункте передержки. А собака, получается, приблудная была, да? Нет, собака, она дворовая была. Дворовая бегала где-то под гаражами, потом, ну, беременная, видно было, что она беременная, а потом на какое-то время исчезла. Потом я увидела, что из-под гаражей она выходит, и щенки-то слышно пищат. Мы этих щенков подкармливали, ухаживали как могли. И вчера вечером вот машина сбила мать этих щенков. На дворе зима, холод. Они просто не выживут. Поэтому это единственное место, куда мы можем обратиться. Все-таки тут тоже добрые люди. Ходят люди, смотрят, кого-то выберут, да? Ну, какая-то надежда у щенков есть, у собак есть, обрести новый дом. Очень жалко. Пожалуйста, возьмите. Посмотрите, какие. Это же новая жизнь. Пропадут. Кому-то надо, они будут очень хорошими друзьями, детям. Ну и чтобы не могу больше говорить.
Мы услышали мнение со стороны зоозащитников, но есть и обратная сторона. Со стороны пострадавших приведу некоторые цифры и факты. В том числе 15 июня в Якутске нападению собаки подверглась 5-летняя девочка. Дознаватели установили, что бродячую собаку регулярно подкармливали жильцы близлежащих домов. Полиции было направлено экстренное сообщение в управу строительного округа для организации отлова животного. В мае этого года на девочку 12 лет в районе улицы Билибина напала стая безнадзорных животных. Девочку спас случайный прохожий, который отогнал собак. Есть случаи в Якутии, в Мирном. Также недавно была похожая история в Амгинском районе. Буквально пару недель назад ребенка окружила целая стая собак, но там обошлось без нападения. Другой вопрос – психологическое состояние ребенка. Владимир Аркадьевич, по состоянию на 28 июня текущего года, за 7 месяцев, то есть, собаки покусали 485 якутян. Хочется узнать статистику на ноябрь месяц. На текущий момент с 1 по 18 ноября всего обратилось 58 человек с травмами укусов различной локализации. Из них 17 это, со слов пациентов, именно где известен хозяин, либо это домашние укусы. И 41 это либо хозяев не было рядом, то есть неизвестно, бродячая она или нет, либо это уже полностью бродячие собаки. Притом при расспросах, если спрашиваешь, имелось ли чип на ухе, то есть жители осведомлены об этом, они чаще всего говорят, что нет. То есть это кусают чаще всего нечипированные собаки. Также, если брать статистику на ноябрь, с 1 по 18 число, всего из вот указанного уж количества людей обратилось 12 детей. Из них 4 это также дома покусали, 8 это собаки неизвестного происхождения. Но чем вы аргументируете то, что вот этих 40 собак, да, ну там плюс-минус, неважно цифра, да, что они не являются самовыгульными? Если у них нет бирки на ухе, да, и, извините, нет ошейника, не факт, что она не хозяйская же. Именно в этом и проблема. Поэтому это на 2 поделить-то можно спокойно. Да, я в данном случае не спорю с этим. В данном случае Вообще у нас есть укусы биркованными собаками? крайне редко. Скажем так, вот прям досконально до этого не могу сказать. По своему опыту, вот за прошедший год у меня всего один такой случай был на приеме. Ну вот, а люди орут, что биркованные нападают, Да, и кусают. Иногда, когда сбиваются в стаи, бывает такое. Вот случай с 12-летним мальчиком. Будет домашние. Там же все собаки самовыгульные были, все домашние, у всех собак были хозяева. В Амге? В Амге, да. Мне написала моя подписчица с Амги. Она говорит: Злата, вот здравствуйте, я вот на вас подписана, вот выложили вы видео с Амги. Я вот здесь живу, именно в этой деревне, я вам хочу что сказать. Я, говорит, подобрала 2 щенков, я их выкормила, и когда я их пристраивала, позвонил там с другого, ну, не знаю, там, соседней деревни мужчина и спросил, говорит, а собака сможет сама прокормиться? Если да, то я возьму. То есть они изначально берут собаку с условием того, что она будет сама по себе бегать, сама где-то кормиться, но я могу сказать, что это моя собака. Но когда эта собака кого-то укусит, естественно, никто не скажет, чья это собака. Каждое обращение, которое к нам приходит, мы передаем в полицию. То есть в любом случае оперативно-розыскная работа, видимо, ведется. Полиция вообще не хочет заниматься вопросами животных. Сразу же. Просим отправить бригаду отлова туда-то, туда-то. Гражданин Пупкин Иван Васильевич, его покусала собака. Ну, это хотя бы что. И знаете, когда, как что-то, месяц проходит после укуса до поступления мне этого письма. Возможно, собака уже давно в ППЖ сидит. Не факт. А может быть, еще там гуляет. Может, уже убежала. А может, уже вообще вдруг, а может, ее отравили или машина сбила. Ну, да. А вы знаете, опять же, наш менталитет, да, когда люди конкретно знают, чьи собаки на самовыгуле, какие собаки держат в страхе целую округу, но они помимо того, что они боятся собак, они боятся хозяев этих собак. И никто не обращается в полицию. Они вот просто по соцсетям начинают кричать, что «Ай, уберите, заберите, значит, Злата, приедь, собери их всех, или за защитники растащите их по домам». Но в полицию не идет никто. При этом, я говорю, большинство людей знает, чьи собаки находятся на улице и кто их держит в страхе. Ну, это потому, что полиция сама у нас не очень охотно работает вообще с делами, связанными с животными. Будь то укусанный ребенок или замученная собака каким-то живодером. Я писала уже десятки заявлений, именно вот такого характера, там, за жестокое обращение с животными, например, да. Смогли мы только привлечь одного человека, и то к уголовной ответственности,
которую, может быть, помните, с балкона 3-го этажа щеночка скинул. Это было зафиксировано на видео, и вот его привлекли. А что, ему штраф или посадили? Уголовный срок, по-моему, 1,5 года. Живет, например, в подъезде собака, да? Вот стоит ли ее подкармливать? Собаку в любом случае надо кормить. Насчет, например, подкармливания уличных животных, тут вопрос спорный. Они будут добрее. Они будут добрее, но пока они у нас будут- народ не да, готов быть они на будут второй чаше требовать. весов. Они будут добрее до того момента, пока будут кормить. Но если в какой-то там день, допустим, этот человек, Не который даст, возит, не подошел, не покормил, Возможно, тогда будет другая реакция у собаки будет другая. Ну, как бы да. Ну, я не думаю, что Ну, собака, тем не которую менее, я буду если она кормить будет там голодная. неделю, Да. и вот на 8-й день я не приду к ней с едой, она Но меня всё равно съест. Она будет, Нет, она нет, будет ребята, бегать. Она будет искать у других. Да. А другие могут поступить по-разному. Известный был По-разному, случай, да. когда покусали на территории базы человека, выяснилось, что эту стаю подкармливали владельцы базы. Владельцы базы подкармливали, и, соответственно, собаки решили, что это их территория. И начали эту территорию Охранять. защищать от прохожих. Да. И нападать на них, и кусать. Нет, Долг это от обращения. понятно. Мы говорим о тех, кто вот конкретно находится на улице. Загляните ко мне в сумку, да, у меня в сумке, половина сумки лежит корм для животных. Я иду, вижу собак, я их просто кормлю. Ну, в центральных районах же стоят кормушки, поилки для животных. Что плохого-то? Ну вот вообще не вижу. Он туда морду засунул, корм посыпался, он чуток поел. Сытая собака, она менее агрессивна. Вообще неплохо же так-то. В наших климатических А у нас условиях, если, допустим, Помойки зимой ищут еду. мы... Но это сухой корм? Сухой корм, но Пускай. чтобы... А насчет тогда воды как? У нас Снег снег. всё равно. У нас Ну, снег, у нас собаки собаки Даже не якутские пьют. собаки не знают, что такое вода зимой. Да, Они это кушают ладно, снег. Им никто центральные не наливает районы. воду. Также есть, да, уже там за границей где-то, тоже мониторим и смотрим мы, как происходит там что-то. Там управляющие компании, вот есть баки, да, вот отдельное место стоящее, то есть там сбоку еще как типа кормушки. То есть они приехали, забрали эти баки, тут же высыпали 2-3 мешка сухого корма и уехали. А у нас управляющие компании просто не делают крышки на мусорке. У Да. нас управляющие компании Ждут, не когда всегда собаки мусор заберут. И вообще Собаки, приедут. лошади. Ага, раскидают или лошади там попасутся тоже. Поэтому здесь вот все как бы вроде бы двояко. Во всех городах, конечно, есть за и против. Люди все это прекрасно понимают. Недавно у меня фотография есть, ну, могу показать, да, как бы очень смешно. Это находится тоже за границей. Социальная дистанция у собак с бирками, они лежат вдоль прямо как положено, где-то приблизительно 1,5 метра. Ну, четкая социальная дистанция. Они очень умные. Но они, вот, на кстати, самом- учатся, они же переходят улицу вместе с нами на зеленый свет. Да, и если он не понимает, как переходить, тогда он пристроится к твоей ноге и с тобой тык-тык пошел. То есть они все равно, да честно сказать, многие собаки умнее людей, вот на правда, если посмотреть на примере. Иногда взрослый человек через дорогу бежит, когда уже мигает этот красный свет, там зеленый мигает, а он пытается успеть, гололед, еще не посыпано, какое счастье, еще падает, авоська, пакеты собирает. Картина вообще колоссально красивая. А собака стоит, ждет. Вот она ждет, пока там снова загорится. Вообще, мне бы очень хотелось, чтобы нас, волонтеров, приглашали куда-то в школы, да, куда-то в детские лагеря, еще куда-то, чтобы мы учили детей, как нужно вести себя при встрече с собакой, чтобы не быть покусанным. Вы думаете, я не боюсь собак? Я, конечно же, их боюсь, потому что меня кусали много раз, и это очень больно. И мне бы очень не хотелось, чтобы моего ребенка так кусали, хотя и ребенок у меня уже покусанный, да. Но мы научились и готовы делиться опытом. Как нужно вот на улице, когда ты идешь, и на тебя бежит, вот, допустим, там 6 собак, как нужно себя вести? Что должен сделать ребенок? А вот Какую расскажите- позу он должен принять? Он должен показать, что у него в руках ничего нету. Там, я не знаю, ну, детям проще, чем взрослому человеку. Взрослому человеку обязательно нужно как-то показаться меньше. Да, Присесть. Присесть, да, показать, что у тебя в руках ничего нет, что ты не угрожаешь. Ни в коем случае не надо улыбаться во все 32 зуба, потому что собака может это принять как оскал и ну, сагрессивничать в ответ. Надо брать палку, что не надо пакетами махать. А вот разные абсолютно советы. Где-то, наоборот, пишут, что нужно казаться выше ростом. Отпугнуть Это когда собаку, да, собачки сделать вид, что мелкие. хватаешь камень. Такое же тоже вот в детстве, например, вот все Ну это товарищи вот, меня так если и одна учили от собачка, собаки. это еще, может быть, сработает. А если это уже стая,
И если они идут за течной сукой, то это уже, конечно, другой вопрос. И вообще, мне кажется, горожанам, чтобы вот этот вопрос как-то быстрее у нас решился, нужно как-то подключиться, стать более добрее, кормить собак, помогать их отлавливать, тех, кто без бирки, и вести их всех в пункт передержки на стерилизацию. Ведь так может и другой человек поступать, не только я. Правильно? Ну, ведь и проблема комплексная, с другой стороны. Как бы у нас есть проблема с вот этими вот нерадивыми хозяевами, которые имеют крайне низкую культуру владения питомцем. Проблема уже и в имеющихся бродячих собаках. С ними-то что делать? Эта проблема была, и мы все-таки никак не могли понять, почему у нас ежегодно как бы стоит на одном уровне. Вроде бы мы работаем, говорим, что с 2014 года на закон работает, а у нас вот отловленные собаки остаются на прежнем уровне. И вот такого резкого скачка то ли вниз, то ли нет, наверх нету, да. И мы целенаправленно, если раньше у нас вот какие-то акции были, да, вот покусала собака, и мы пошли конкретно в эту школу, да, проводить что вот какие-то мероприятия и так далее. Вот ребенок в силу своего характера, возраста, мышления, он не может взять, оказывается, ответственность. Да? До 10, до 12 лет у него понятия, вот что такое ответственность, нету. Да? И вот, опять-таки, тут мы должны работать родитель, ребенок. Совместно должно быть, Совместно конечно. должно быть, оказывается. Да, потому что мы думали, мы вот ребятам покажем, что так нельзя Вы покажете, делать, он так, придет так, так. домой, Вот, а мама ему да. скажет: ты смотри, И не подходи подготовили- к собаке, она тебя загрызет, укусит, Да, руки, ноги, да, все. да, да, Останешься да. инвалидом, ты что, не вздумай. Все злые, грязь вши. И вот очень хорошая идея Всё Златы, то, исчерпано что будет. именно вот, чтобы со стороны защитников вместе пошли, да, и со стороны государственного органа, чтобы мы показали, что все-таки ответственность возложена на человека. Мы тут должны работать и учителя, и врачи, и защитники. Мы должны все вместе работать в одном направлении. Только тогда мы можем как-то решить вот эту проблему. Вообще, А вы мне знаете, бы раньше хотелось, был чтобы такой- были штрафы, налоги и какие-то, может быть, даже разрешения на то, чтобы завести животное. Как в Европе. Ну да. Вот. Там В система Европе кнута и лучше пряника. взять. неважно, какая собака, неважно, какой А породы, животное да, нет. какого возраста, она будет стоить 1500 евро. Дог это или дворняжка, неважно. И чтобы взять вот эту собачку, ты должен принести справку от соседей, что они не против, справку от психиатра, что ты адекватным будешь хозяином и не станешь там живодерничать над собакой. Вот так вот. А 1500 Злат, евро я не отдашь, знаю, уже это- потом жалко выкинуть Это будет, другая крайность. наверное. Ну, другая крайность. Но я вот хочу, чтобы, вот, может быть, Якутия у нас запустит какой-то пилотный проект и не знаю. покажет пример всей России, как можно бороться с этим, да? Нельзя из крайности в Ну, крайность. как нельзя? кидаться. А по-другому никак. Нет, ну что по-другому на нельзя. собаку бойцовской породы нужно разрешение как Безусловно. на оружие. Это Безусловно, вот, но если даже- ты берешь щенка с улицы, бежать и просить разрешения на это, извините, в наших условиях это просто неприемлемо. Хотя бы на учет поставить. На учет поставить, согласна, вакцинировать, поставить на учет. Опять-таки пойдут на учет сознательные люди, да. Мы с прошлого года Они из сознательных государственного штрафовать? бюджета у нас выделяются денежные средства на маркирование собак и кошек, потому что мы на сей момент мы не знаем, да, сколько у нас действительно собак и кошек, которые имеют владельца, да, или вот действительно сколько безнадзорных животных, да, чтобы сопоставить и принять какие-то вот эти действенные меры, да, в отношении и безнадзорных, и владельцев, да, ввели такое понятие, как маркирование животных, да. И еще вот Агато в прошлом году, с прошлого года он выиграл гранты, и он бесплатно стерилизует. Но проблема в том, что даже на бесплатную стерилизацию не Ага, туда Потому что- попадите сначала Нет, на там все бесплатную. нормально. Там Там есть, звонишь по там вторникам, есть записываешь. нормально. Ну еще Да. анализы надо сдать Нет, какие-то. ничего не нужно. Сняли, да, уже? Единственное, что спрашивают, привито животное или не привито. Все. это? Прививку. Я надо поставить. очень много животных стерилизовала, там у них сейчас осталось что-то около 500 голов, да? И все, и эта программа закроется, и опять у нас стерилизация будет платной. Вот у меня мечта открыть центр бесплатной стерилизации, чтобы это было бесплатно, доступно, и любой желающий мог прийти и стерилизовать. И вообще вот эти вот ролики агитационные о том, что надо стерилизовать своих животных, должны идти в кинотеатрах. И бесплатно. Вот Екатерина платит за ролик в ТРК Туймада из своего кармана деньги. Почему? 36 тысяч 36 тысяч в месяц, чтобы этот ролик вот где-то в торговом центре кто-то Нет. из прохожих заметил. Я вам хочу Должна быть сказать, что агитация, у нас должна на быть канале помощь со есть стороны квоты на государства. социальную рекламу, которая показывается бесплатно. Есть конкурс, и можно этот ролик представить на конкурс, и он по квоте будет бесплатно показываться на наших телеканалах. Хочу дополнить, что специалистами департамента ветеринарии совместно вот со старшими государственными инспекторами районов мы сняли
То есть подготовили видеоролик социальный на тему «Две параллели из жизни домашних животных». Кстати, он транслировался на канале НВК. Мы этот ролик разослали всем органам местного самоуправления, по школам, в управы округов, то есть, ну, как бы контакт идет и памятки, то есть с нашей стороны мы проводим разъяснительную работу, просветительскую работу вот, в части вот, ответственного обращения с животными. Ну что ж, наше время подходит к концу, у нас остается буквально несколько минут. Сейчас предлагаю нашим гостям подвести небольшие итоги. Какие предложения помогут решить проблему по уменьшению количества бродячих собак у нас в городе? Давайте начнем с Веры Александровны. Ну, в первую очередь, да, это пропаганда вот, ответственного, гуманного отношения к домашним животным. Вот, как сказали мы, совместно с зоозащитниками и ну, вот, со специалистами департамента ветеринарии проводить классные часы. Вот мы недавно с Екатериной были в управе промышленного округа. Мы там принимали участие в общественном совете. Нас там директор школы номер 13 поддержала и пригласила нас, как бы, ну, дала добро, чтобы мы проводили вот эти классные часы. Так что на следующей неделе можно будет сходить и провести. Владимир Аркадьевич, ваше мнение? Все-таки, поскольку проблема комплексная, решать ее нужно комплексно. С одной стороны, и с владельцами уже имеющихся питомцев, вводить где-то вот, действительно систему рубля и пряника, вот, чтобы все-таки соизмеряли, что не просто взял и поиграл, выкинул, а именно держали за это ответственность. Но и проводить профилактическую, именно психологическую работу тоже нужно. Сарглан, вам слово. Я бы, конечно, попросила тех, которые вот будут дарить ребенку собаку, щенка или кошку, подумать сразу первым делом, как они будут решать вопрос вот этого нежелательного либо желательного потомства. У меня только вот одна просьба. Нужно вводить, обязательно нужно вводить штрафные санкции к тем собакам, которые находятся на самовыгуле, то есть к владельцам тех собак. К их хозяевам, да. И, ну, в общем-то, да, я за стерилизацию. Если есть причины для того, чтобы не стерилизовать животные, ну, платите за него налог. У меня, допустим, не стерилизованные собаки. И вы готовы за них платить? Я готова за них платить. У меня 2 крупных дога. Если произвести стерилизацию, это может негативно сказаться на суставах, поскольку они будут набирать вес. При этом у меня они не развязаны. Девочка с мальчиком. Злата. Собака должна перестать быть игрушкой. Животное должно быть роскошью. Только тогда этот вопрос будет исчерпан, и животных не будет на улице, и нашим горожанам ничего не будет угрожать. И собаки будут жить долго, счастливо. Нужна бесплатная стерилизация, налоги за нестерилизованных животных и штрафы за самовыгул. Все. Ну и нужно провести, вот у нас прошла перепись населения, да, вот нужно также провести перепись животных. Но я же просила, чтобы Да. приняли во внимание Да. перепись населения раз в 10 лет. Это такая огромная возможность, да, переписать всех животных. Мы выносили это предложение. На этом бланке поставить галочку «собака-кот», да, там, ну, ничего сложного же нет, Привлечь правильно? общественных инспекторов, вот, которые Да. у нас есть, да, среди Ну, волонтеров. даже не рассматривали, потому что нет, это узкий, на людей направлено узкое, как бы, да, вот, как специализация, что провести перепись населения. Хотя в этот момент мы могли бы себе очень сильно жизнь попроще облегчить. Мы благодарим всех наших сегодняшних гостей, собеседников за интересный и, надеюсь, продуктивный разговор. Ну и напоследок хотелось бы напомнить всем, что животные, как дети и старики, без права выбора, ни в чем не виноваты и часто бывают никому не нужны. В наших с вами силах проявить гуманность по отношению к незащищенным людям и к самим животным. А я напоминаю, что наша программа открыта для всех и каждого. Мы всегда готовы выслушать обе стороны проблемы. С вами были Сергей Михедов и Ирина Ефимова. Это была программа «Якутия Лайв. За и против». Смотрите нас по понедельникам в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.